области. Вот что касается Азова, очевидно просто такое серьезное наступление России, такое военно-политическое. Фактически они хотят аннексировать Азовское море полностью, как они аннексировали Крым. Как реально Украина и ее партнеры могут этому противостоять? Я согласен, что там происходит ползучая аннексия, попытка ползучей аннексии. Точнее, не ползущей, а плавающей аннексии. То есть создать территорию страха, то есть убить экономическую инициативу. Ну, потому что какой корабль будет рисковать, плыть до Мариуполя или из Мариуполя, если тебя могут каждые 2 часа останавливать, а простое это деньги, то есть это дополнительные платежи, ну, то есть все эти вещи. Поэтому, да, они пытаются закрыть Азовское море под себя. Ответ на это двойственный, на мой взгляд. Первое – это усиление военного присутствия нашего там. То, что мы не можем как бы догнать русских в плане там флота, да, мы всегда можем сделать за счет береговых сил и авиации. Хотя флот тоже нужно усиливать, конечно. И второе, это действительно включение конкретно вопроса Азова в более широкую повестку дня отношений с русскими. Не только наших отношений, но и отношений там, американцев и европейцев. Без этих, но это 2 вещи, которые должны происходить параллельно. То есть одно не сработает без другого. Если мы сосредоточимся только на политической составляющей, они достигнут своей цели. Насколько мне известно, то в операции Объединенных сил очень четкие там есть приказы по поводу как бы, поведения в случае обострения со стороны русских в Азове. И они готовы как бы противодействовать. То есть вопрос только в тех силах, которые будут у них в распоряжении для этого противодействия. Что с договором по Азову, согласно которому это наше совместное с Россией море, и многие предлагают его расторгнуть и поделить как международное море. Что этому препятствует и нужно ли это делать? Это сложный юридический вопрос, потому что, конечно, как бы на первый взгляд сразу логично, хочется сказать, давайте, конечно, все расторгнем, как бы выбросим. Но когда мы ввязались с русскими в такое количество юридических споров, в том числе по морскому праву, да, то я не являюсь, честно скажу, как бы частью юридической команды, которая занимается непосредственно этими всеми делами. Но, насколько я понимаю логику своих коллег, которые этим занимаются, то этот договор по Азову имеет некое значение в широком контексте юридических баталий, которые мы ведем с русскими. Другая проблема, и тут главный урок в том для Украины на будущее, что, конечно, по сути, это что произошло? По сути, мы на протяжении десятилетий с русскими подписывали соглашения, считая, что, ну, бог с ним, пусть будет так, все равно никогда проблем не будет. Да? Ну, харьковские, да, там разные. Вот, да. И вот даже Азов, ну, как бы, да, совместное море и совместное море, это же очевидно. А на самом деле ничего не очевидно. Если бы изначально мы мыслили в категориях того, что Россия является нашим потенциальным врагом, конечно, этот договор был бы другим. Это 100%.